В эфире новости, в студии Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Вот главные темы. Избирательные комиссии Якутии готовятся к единому дню голосования и изберут более 100 глав поселений. Медицинские учреждения в Среднеколымском районе обеспечены всем необходимым оборудованием для борьбы с коронавирусом. Ситуацию прокомментировала министр здравоохранения региона. Ряд изменений внесли в правила охоты в России. Подробности через несколько минут. Сегодня глава Якутии работал в Амгинском районе. Айсан Николаев принял участие в закладке первой сваи школы сада в селе Абага на 225 мест. Для местных жителей начало строительства этого объекта – долгожданное событие, ведь сейчас дети учатся в деревянном здании, которое построили еще в 1971 году. Также глава региона принял участие в открытии коровника сельхозпроизводственного кооператива «Балугур» на 120 мест и ознакомился с ходом уборочной кампании зернового совхоза «Амгинский». Глава региона провел совещание по рассмотрению основных направлений социально-экономического развития Амгинского района на период до 2024 года. Провели мы большое совещание по развитию района до 2024 года. В том числе, конечно, одним из главных вопросов был вопрос развития сельского хозяйства. Здесь есть два направления основных. Это развитие животноводства и развитие зерноводчества. Я считаю, что работа конкретно и в Амгинском улусе, и в целом в республике у нас, где будут со следующего года большие изменения по субсидированию того же молока, должна привести к тому, что люди, которые непосредственно работают на земле, должны больше зарабатывать. Это вот главный наш подход именно к развитию сельского хозяйства на селе у нас. Избирательные комиссии Якутии готовятся к единому дню голосования 13 сентября. В ряде районов республики выберут глав районов, депутатов районного и наследного советов, а также депутатов представительных органов муниципальных образований. Выборы будут проходить в 31 районе региона. Изберут более 100 глав поселения, а также депутатов органов местного самоуправления в 116 муниципальных образованиях. В ЦИКе отметили, что выборы пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Выборы 3 глав районов будут проводиться. Это выборы глав Сунтарского, Амгинского и Хангаласского районов. Но если взять дальше районный уровень, да, то выборы будут также проходить в 5 районах. Это выборы депутатов представительных органов, но это будут только дополнительные выборы, то есть выборы на освободившиеся вакантные мандаты депутатов. Всего в 5 районах освободилось 10 мандатов. Если взять столицу республики, то в этом году будут проводиться только дополнительные выборы на один вакантный мандат депутата Якутской городской думы от Центрального избирательного округа. Медицинские учреждения в Среднеколымском районе обеспечены всем необходимым оборудованием и персоналом для борьбы с коронавирусом. Об этом нашему телеканалу сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова. По ее словам, материально-техническая база Среднеколымской участковой больницы, как и в других районах, позволяет проводить лечение пациентов с заболеванием легкой и средней степени тяжести. В стационаре 5 коек, где работают врач, фельдшер, 4 медсестры и 4 санитара. Есть инфекционная бригада скорой помощи. Ранее мы сообщали, что местное население обеспокоено эпидобстановкой в районе. В социальных сетях и мессенджерах распространилась информация о нехватке медработников и оборудования для лечения COVID-19. Пока подтвержден конкретно результатами анализов один случай, 19 контактных лиц, которые с подозрением на COVID, ждут результатов анализов, но у нас практика уже сложилась в течение 2 месяцев, когда мы не занимаемся ожиданием анализов, сразу начинаем превентивное лечение. Значит, на сегодняшний день материально-техническая база Среднеколымской участковой больницы позволяет производить лечение так же, как и во всех районах легкой и средней степени тяжести. По маршрутизации лица с тяжелой степенью, если вдруг такие появятся, будут госпитализированы на территорию города Якутска.
Жители Якутска смогут бесплатно сдать анализы на антитела к коронавирусу. Это пилотный проект Министерства здравоохранения Республики, Якутского республиканского онкологического диспансера и Якутской городской больницы номер 3. На сдачу анализов могут подойти жители ряда районов города. Сейчас список вы видите на своих экранах. Для этого требуется паспорт, СНИЛС и полис. Возраст пациента не ограничен. Рядом с домами будет стоять машина медицинской помощи. Горожане могут подойти и сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Результаты отправят СМС-сообщение. Если пилотный проект успешно реализуется, его запустят и в других окраинах округах столицы республики. Напомню, что за минувшие сутки COVID-19 заболели еще 48 человек. Судебные приставы проводят совместные рейды с ГИБДД по выявлению должников в Якутске. Только за первое полугодие приставам Якутии удалось взыскать долги на 9 миллиардов рублей. В рейд отправился и мой коллега Александр Хавренко. Заплати долги и езжай спокойно. Сегодня служба судебных приставов вместе с управлением ГИБДД и управлением автодорог вышли на улицы Якутска для того, чтобы провести рейд по выявлению граждан, у которых имеются долги по административным штрафам. Сейчас с развитием новых технологий долги эти можно оплатить через интернет, через банкоматы, через терминалы, но есть люди, которые предпочитают этого не делать. Таких людей останавливают на улице и просят пройти вот в эту машину. Должников выявляют при помощи специального оборудования, камеры и компьютера, которые фиксируют регистрационные номера проезжающих автомобилей. В случае, если номер зарегистрирован на должника, оператор по рации передает информацию инспектору ГИБДД, который останавливает машину и просит водителя пройти в мобильный пункт службы судебных приставов. Должника проверяем по базе. При возможности могут оплатить долг на месте банковской картой. А если нет возможности, то вручается повестка либо требование и приглашается уже в отделение к судебному приставу. Часто водители, зная о наличии долгов, пытаются обойти систему. Например, не моют номера, надеясь, что камера их не считает. Однако, как показывает практика, даже очень грязный номер оборудование управления автодорог распознает без проблем. Главной целью проведения совместных рейдов – это уведомление граждан об имеющихся задолженностях, напоминание необходимости их погашения и предоставление возможности при наличии оплатить ее на месте. В случае, если должник надлежащим образом уведомлен о наличии в отношении него исполнительного производства, однако уклонялся от явки, скрывался и не производил оплаты, в отношении него судебный пристав-исполнитель предпринимает все предусмотренные законом меры принудительного взыскания. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, судебные приставы рекомендуют своевременно оплачивать штрафы и прочие имеющиеся задолженности. Ведь в случае злостных неплательщиков судебный пристав может применить санкции вплоть до изъятия автомобиля. Хавренко, Григорий Николаев, Якутск. Действие проездных билетов на общественный транспорт продлят в Якутске. Со 2 сентября жители столицы смогут израсходовать неиспользованные по проездным билетам поездки, оставшиеся по состоянию на 30 марта из-за введенного режима самоизоляции. Решение о продлении срока действия билетов было принято еще в апреле, чтобы якутяне не потеряли деньги на своих проездных. Ряд изменений внесли в правила охоты в России. Они вступят в силу с 1 января следующего года. Так введены совершенно новые требования. Это обязательное ношение сигнальной одежды при коллективной охоте. Усиленные требования по соблюдению техники безопасности при обращении с оружием. Что касается Якутии, теперь охота на все полувозрастные группы лося начнется с 15 сентября. На самца косули начнется с 20 августа по 20 сентября. Летняя осенняя охота на водоплавающую дичь начнется со 2 субботы августа. Охотиться петлями на зайца, беляка можно будет не только в арктических районах. Также с 2021 года увеличат срок охоты на бурого медведя с 1 августа по 31 декабря. А сроки охоты на дикого северного оленя уменьшили с 1 августа по 31 января. Нужные вещи к новому учебному году. Воспитанники Тайбахойского детского дома и первоклассники Кимпиндяйской школы получили ноутбуки и наборы со школьными принадлежностями. Подробности у Ольги Захаровой. В первый класс в этом году поступили 10 малышей. С большим воодушевлением и радостью они приняли подарки от целевого фонда будущих поколений компании «Алроса» и заверили, что будут учиться на хорошо и отлично. Этому нетрудно поверить, услышав, как сходу и бойко по-русски делится своей радостью первоклассница из сельской глубинки.
Меня зовут Фокина Иглана. Я люблю учиться. Я хотел всегда учиться в школе. Я люблю школу. У меня много друзей. Желаю всем на здоровье и хорошо учиться. В селе Кемпиндяй в скором времени откроет свои двери Республиканский образовательно-оздоровительный центр «Сир Устара», который курирует целевой фонд будущих поколений. На средства компании «Алроса» будет построен спальный корпус филиала «Сир Устара», учреждения дополнительного образования «Юные якутяне». Эти места являются очень уникальными. Интересно будет нашим детям заниматься такой исследовательской деятельностью. Поэтому мы надеемся, что этот филиал будет таким местом притяжения для детей всей республики. Открытие смены мы собираемся сделать в ноябре месяце. У нас будет образовательная программа, в которой будет у нас всего лишь 5 основных предметов. Это русский, математика, химия, физика и физкультура. К нему у нас будут еще и образовательные программы. Учебный процесс продолжается в непростых условиях. Учитывая потребность компьютерной техники, фонд подарил многодетным семьям Лыткиных, Канабуловых и Гуриновых ноутбуки. Наша семья 8 ребенка, 4 из них учатся. Наконец-то пригодится нас. Спасибо вам большое. Благодаря целевому фонду многоликий удивительный Кемпиндяй открывает новые образовательные горизонты. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Сунтар. Волонтеры культуры Якутии принимают участие в археологических раскопках. В центре Якутска возле Национального художественного музея в скором времени возведут здание арбитражного суда. Но перед строительством по закону участок должен пройти государственную историко-культурную экспертизу с целью исследования исторического и археологического прошлого. В этой местности жили зажиточные горожане, купцы и меценаты. В ходе работ обнаружены фрагменты слюдяных оконниц и старинной кухонной утвари. Площадь раскопок 600 квадратных метров. Работы начались в июле этого года и продолжатся до середины сентября. Первый раз мы находили колпачки стеклянные, очень красивые, резные. Это такие от флакона духов. Оказывается, такие были, как хрустальные, да, очень интересные. Также были кусочки слюды. Это фрагменты сшитых окон, так называемых. Да. Оказывается, раньше слюду сшивали между собой и вставляли в окна вместо стекол. Также были очень удивительно, мы находили даже рыбьи кости, это же 18-19 век, да, то есть как они сохранились, да, ну, тоже интересно. А также было много очень керамики, фарфора, фаянса, тоже такие фрагменты. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами.